В Коми предпринимают очередные развивающие регион инициативы. Логистический центр помогает предприятиям в перевозке грузов. Правительство уточняет потребность в закупке техники, в ремонте и обслуживании импортного оборудования. А наши компании в это время удивляют потребителей новой продукции. Ольга Коняева расскажет о строительных материалах из отходов производства, нашем текстиле и о напитке, который заменит на прилавках завозную Кока-колу. Впервые в Коми производят свою колу. Коми-кола. Новость о том, что Сыктывкарский пивоваренный завод начал выпускать замену популярному заморскому напитку, стала одной из топовых, причем далеко за просторами региона. Оно и понятно, импортозамещение – наш ответ санкциям. Постоянные клиенты столичного завода и любители колы, конечно, сразу вкус распробовали. Очень хорошо берут. Она не сильно газированная, не сильно сладкая. 46 рублей, 0,5. Отечественное все, от ингредиентов до упаковки. И оборудование на заводе Ижевское обновили в 2015 году. Поставщик сырья проверенный предложил на пробу несколько образцов купажа из разных компонентов. Выбрали лучший. Себестоимость немного выше традиционных напитков завода, но не дороже импортных. Нам нужно, чтобы вкус был максимально приближен к напитку. Вот именно этот вкус мы и выбрали. Заказали именно такое сырье, состоящее, всю рецептуру, конечно, содержание сырья нам никто не раскроет. В общем, основа колы, ароматический компонент колы, основа, состоящая из натурального ароматического сырья, кофеин есть в составе, есть кислота в составе. Здесь вода насыщается углекислым газом или попросту становится газированной. Затем смешивается с купажом напитка. Все должно быть в определенных пропорциях, для чего есть специальный насос, который добавляет нужный объем либо воды, либо купажа. Предприятие выпускает 2 миллиона литров в год безалкогольных сладких напитков и еще больше кваса. У завода есть удачный опыт замещения. Напиток мохито. Теперь все шансы на народную любовь у нашей колы. Впрочем, лидер продаж долгие годы – обычный лимонад и буратино. Газированная новинка скоро появится на полках федеральных сетевиков в регионе, а также поедет в питерские магазины республиканской сети «Дары Севера». Наш напиток кола мы уже поставляем во всю фирменную сеть АО «Сыктывкар пиво». Более 70 клиентов уже взяли этот продукт. Также мы отправили в Архангельскую, Вологодскую область и также по республике Коми. Пока этот напиток у нас производится объемом 0,5 литров, но так как он уже понравился потребителю, нам поступают предложения разливать его и в 1,5-литровую бутылку. Кто бы знал, что продукция наших производителей на любой вкус. Для приверженцев правильного питания, тех, кто следит за калориями, Коми может предложить полезные протеиновые батончики. Предприятие ухтинское, хотя основные мощности в Питере. Это логистически удобнее. Главный ингредиент – белок. Раньше закупали у европейской компании, но в поддержку наших перешли на протеин российский. Качество и цена те же. Директор Вячеслав Завальнев, любитель спорта и здорового перекуса, сам снимает пробу. Такие батончики можно купить на интернет-площадках и в сетевом спортивном магазине. Он есть в крупных городах Коми. Но в планах отвоевать покупателя у раскрученных брендов. Если раньше конкурировать было сложно, сейчас самое время. Тем более, что в лизинг на выгодных условиях закупили новое оборудование. Теперь батончики выпускают и с начинками. Пытались попасть в другие федеральные сети, всем они нам известны. И, в принципе, никогда никакой обратной связи мы не получали. И связано это с событиями, не связано, но может быть связано с уходом каких-то производителей с рынка. Сейчас федеральные сети сами к нам обращаются, давайте нам коммерческое предложение, что вы нам можете предложить. Не страшны западные ограничения и Сыктывкарской швейной фабрики. Предприятие «Текстиль Коми» 20 лет на рынке республики. Испытания были самые разные, но даже когда огонь уничтожил все, фабрика возродилась и продолжает развиваться. Основное сырье – хлопок – не растет в России, потому и зависима текстильная отрасль от колебаний курса доллара. Но валютные скачки и санкции здесь пережили без потерь, с поддержкой региона. Зная, что, скорее всего, будет повышение доллара, заранее
до колебания, закупили всю продукцию. Как бы нам помог в этом наш местный займ, микрокредит. Мы взяли микрокредит, успели взять под очень хороший процент и прямо закупили всю продукцию и спокойно пережили все колебания. И сейчас, к радости всех, доллар снова 60, все стабилизировалось, и мы ровно и прямо идем дальше к своим целям. Оборудование на фабрике новейшее. Закупить все для производства пришлось после пожара 2 года назад. Продукция представлена на маркетплейсах и в фирменных магазинах в Сыктывкаре, Эжве, Ухте, Сосногорске и Усинске. Отшивают на заказ для государственных и любых других учреждений. Это у нас аппарат для набивки подушек. У нас 2 вида наполнителя. То есть белый – это у нас лебяжий пух, который делает подушку мягкой, а этот лебяжий пух, который делает подушку упругой. То есть, получается, при смешивании подушка получается и мягкая, и упругая. Поставки не только по Коми, но и в Россию. В планах выход на экспорт. Сейчас идут переговоры с Кувейтом. Предприятие производит в месяц до 300 тысяч единиц продукции. Новинки производства – это изделия из льна, которое произрастает в России. Постельное белье, одеяло и такие подушки. Экологичные и дышащие. А буквально пару недель назад в Коми запустили новое уникальное производство. Получают гиперпрессованный лего-кирпич. Технология известная, но вот сырье везде разное. У нас это отходы от производства бумаги на лесопромышленном комплексе. Известь и древесная зола. Как использовать их, а не складывать на полигон? Над этим 2 года назад задумались бизнес и ученые Коми. Каждый компонент, он индивидуальный. То есть отходы, они могут быть содержать очень много активного кальция или вообще не содержать активный кальций, который в производстве может негативно сказаться на качестве кирпича. То есть нужно было найти тот материал, который можно использовать. Вот. И мы сделали серию экспериментов. Было около 10 экспериментов, которые мы запрессовали в институте и посмотрели рецепт. Благодаря добавкам золы и извести процесс созревания кирпича всего 3 дня. Смесь прессуется под давлением 200 тонн. Кирпич получается беспустотным, практически не впитывает влагу. Прочность, теплоизоляция, что важно на севере, на хорошем уровне. Такой кирпич подходит для строительства и облицовки коттеджей и многоквартирных домов. Обходится весь процесс куда дешевле. Лего-кирпич отличается тем, что его может сложить любой человек. Для этого не надо нанимать кладочников, не надо раствор для сцепления кирпича. То есть кирпич держится за счет устройства шип-пас и является самонесущим. Для его монтажа используется специальный клей, который наносится шириной в 1 мм, и его может сложить любой человек. Пресс, дробилка, бетономешалка, оборудование стоимостью 5 миллионов рублей взяли с помощью лизинговой компании Коми на 3 года с минимальной переплатой. Мы не только работаем с имуществом, которое там для производства, но также мы выдаем технику, также можем выдавать медицинское оборудование, оборудование для каких-либо услуг. Объем потребления отходов 5000 тонн в год. Но это пока. В планах переработка всей золы и извести, образующихся на комбинате. А значит, нужна еще одна линия производства. Будут, конечно, ориентироваться на спрос. Но пока конкуренции у лего-кирпича в Коми нет.